1 мая 1870 года в Сухуми начал работать телеграф. Акционерное европейское общество «Сименс-Гальске» проложило через территорию Абхазии телеграфную линию для связи Европы с Индией. Телеграфная линия проходила через Сухум-Кале, и 1 мая 1870 года в Петербурге была принята первая телеграмма из Абхазии. 1 мая 1933 года началось движение поездов между пунктами Очимчира и Квазан. Геологическое изучение и разведка Ткварчальского месторождения позволили приступить к составлению проекта эксплуатации данного месторождения. Из-за бездорожья возникли серьезные затруднения с перевозкой грузов из Сухума и Очимчиры до пункта Квазан и Акармару. Шоссейная дорога Очимчира-Квазан протяженностью 26 километров была закончена в 1930-м, а в мае 1933 года открылась регулярное движение по железнодорожной ветке Очимчира-Квазан, что значительно облегчило дальнейшее освоение Ткварчальского месторождения. 1 мая 1935 года вступила в строй первая шахта в Ткварчале. Постановлению Совета труда и обороны СССР о начале освоения Ткварчальского каменноугольного месторождения было принято еще в марте 1930 года. На строительство шахт было выделено в 1930 году 30 миллионов рублей. На работу в Абхазию прибыли шахтеры из республик Советского Союза. 1 мая 2003 года президент Владислав Ардзинба подписал указ о назначении вице-премьеров республики. По представлению премьер-министра, первым вице-премьером правительства был назначен Астамур Тарба, вице-премьерами Эма Тания и Владимир Зантария. 1 мая 2008 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Россия обязательно отреагирует в случае агрессии Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. В Абхазии и Южной Осетии проживает очень большое количество граждан России. В случае угрозы их жизни и безопасности Россия в стороне не останется, подчеркнул он. 1 мая 1893 года родился Нестор Лакоба, видный советский государственный деятель. В 1905-10 годах учился в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за участие в революционном кружке. Продолжил учебу в Грозном в реальном училище. Затем поступил на юридический факультет Харьковского университета. Однако из-за материальных трудностей был вынужден возвратиться в Абхазию. В апреле 1917 года крестьянский сход избрал его гудаутским участковым комиссаром. В это же время по инициативе и под руководством Лакоба была организована крестьянская дружина «Керас», которая, действуя с другими отрядами, сыграла большую роль в национально-освободительном движении. Весной 1918 года, когда под руководством большевиков в Абхазии, за исключением Кадорского участка, установилась советская власть, просуществовавшая более 40 дней, 25-летний Нестор Лакоба занимал пост заместителя председателя военно-революционного комитета Абхазии. В конце 1918 года меньшевистским правительством заключен в тюрьму в городе Сухум, а весной 19 года выслан за пределы Грузии. В 1920 году по поручению Кавказского бюро ЦК РКПБ руководил нелегальной большевистской организацией в Батуми, был уполномоченным Кубано-Черноморского ревкома по делам горцев. В 1920 году после первого съезда народов Востока Нестор Лакоба и Ефрем Эшба были направлены в Турцию по поручению Ленина для изучения ситуации в регионе. В 1922 первый съезд Советов Абхазии избрал Нестора Лакоба первым председателем Совнаркома Абхазии. В апреле 1930 года Лакоба был избран председателем ЦИК Абхазии. До конца своей жизни оставался главой правительства, авторитетным и непререкаемым руководителем республики. Значительны его заслуги в развитии индустрии, освоении Ткварчальского каменноугольного месторождения, строительстве Сухум-ГЭС и Ткварчал-ГРЭС, табачно-ферментационных и эфиромасличных заводов, первых чайных фабрик и других предприятий пищевой и легкой промышленности, организации автомобильного, морского и воздушного сообщения. Он был инициатором создания ряда научных учреждений в Абхазии. С именем Лакоба связано формирование кадров национальной интеллигенции. Коллективизация сельского хозяйства в Абхазии при жизни Лакоба проводилась без применения лозунгов ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации. Лакоба не допускал массовых репрессий, которые имели место в соседних республиках. Нестор Лакоба являлся сторонником более тщательного учета местных условий и особенностей.
28 декабря 1936 года Нестор Лакоба, находясь в Тбилиси, был отравлен, похоронен с большими почестями в Сухумском ботаническом саду, однако вскоре был объявлен врагом народа, руководителем контрреволюционной националистической организации в Абхазии. Зверски были убиты его жена Сария Лакоба, 70-летняя мать Шахусна, сын Рауф по достижении совершеннолетия и другие его соратники. В 50-х годах все они были посмертно реабилитированы. Имя Нестора Лакоба было присвоено многим улицам, промышленным предприятиям, колхозам, школам, санаториям Абхазии. В Сухуме функционировал мемориальный музей Лакоба, который сгорел во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Его образ нашел отражение в абхазской художественной литературе и творчестве мастеров резца и кисти. О легендарном Несторе создана кинолента «Колокол священной кузни». Лев Троцкий писал: «Нестор Лакоба – общепризнанный глава Абхазской республики. Это совсем миниатюрный человек, причем почти глухой. Нестор знал свою Абхазию, а Абхазия знала Нестора, героя гражданской войны, человека большого мужества, большой твердости и практического ума». 1 мая 1915 года родился Кязым Агумаа, писатель, поэт, драматург. Печататься начал в 1934 году. Работал в редакции газеты «Апсныхапш». В годы Великой Отечественной войны сражался в партизанском отряде в Брянских лесах. Основные произведения Агумаа – лирические стихи, баллада «Свирель», повесть «Узник», пьеса «Большая земля» и другие посвящены военно-патриотической теме. Кязым Агумаа перевел на абхазский язык армянский эпос «Давид Сосунский», поэму Тараса Шевченко «Сон» и другие произведения. Кроме того, он автор статей и рецензий о проблемах национальной литературы и искусства. Умер от ран, полученных на войне, похоронен на Сухумской горе в пантеоне писателей и общественных деятелей. 1 мая 1916 года родился Нурий Акаба, государственный и общественный деятель. Выпускник Сухумской образцовой школы имени Лакоба. Трудовую деятельность начал на строительстве шахты в городе Тхуарчал. В 1935 был направлен на учебу в Московский институт государственного права. В 1941 году добровольцем ушел на фронт, служил начальником контрразведки на Западном фронте, затем начальником контрразведки 5-го гвардейского Сталинградского артиллерийского соединения. После тяжелого ранения в 1944 году Акаба стал инвалидом 2-й группы. За боевые заслуги Нурий Акаба был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени, многими медалями. После окончания войны Нурий Акаба работал в органах КГБ Москвы, а в 1955 году он был направлен на работу в Абхазию. В разные годы занимал посты министра торговли, министра юстиции, министра социального обеспечения, председателя Комитета народного контроля Абхазской АССР, председателя Абхазского областного совета по туризму и экскурсиям. Нурий Акаба принимал активное участие в общественной жизни Абхазии. 1 мая 1922 года родился Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации. Выпускник Гагарской средней школы номер 2. В начале Великой Отечественной войны окончил Чугуевскую военно-авиационную школу летчиков. Профессиональный летчик воевал на Калининском и Юго-Западном фронтах. Всего за время Великой Отечественной летчик Виталий Попков совершил 345 боевых вылетов. В 85 воздушных боях лично сбил 40 самолетов противника, за что ему дважды присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 по 1989 годы Попков служил в армии, командовал авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии, истребительным авиаполком в Таврическом военном округе, военно-воздушными силами Черноморского флота. После окончания военной академии работал на разных должностях в Генштабе СССР, награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени и другими орденами и медалями. Именем Виталия Попкова названа средняя школа номер 2 в Гагре.
1 мая 1926 года родился Баджгур Сагария, доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, академик Академии наук Абхазии, заслуженный работник культуры Абхазской АССР, заслуженный деятель науки Республики Адыгея. Выпускник историко-филологического факультета Ростовского государственного университета, автор свыше 70 научных работ, среди которых 15 монографий. Сагария – исследователь истории национально-государственного строительства в Советской Абхазии, революционно-освободительного движения в Абхазии. За монографию «Образование и укрепление советской государственности в Абхазии» 1921-1938 годы удостоен звания лауреата Государственной премии имени Гулия. Важное место в творчестве ученого занимало написание очерков о борцах за свободу и независимость Абхазии. Историком Баджгуром Сагария выявлено большое количество архивных материалов по истории Абхазии XX века. Сборник «Абхазия. Документы свидетельствуют» 1937-1953 годы является значительным вкладом ученого в этой области. В годы Отечественной войны народа Абхазии и после нее Баджгур Сагария издал целый ряд значимых работ о белых и черных пятнах в истории Абхазии, о трагических страницах в истории Абхазии, «Правда об образовании СССР Абхазии», к вопросу о границах Абхазии с Грузией, сборник документов «Важная веха в истории» и другие. За свою плодотворную научную и общественную деятельность академик Баджгур Сагария удостоен высокой государственной награды ордена Ахтябша второй степени. 1 мая 1935 года родился Валерий Кураскуа, кандидат педагогических наук, доцент АГУ, декан педагогического факультета. Защитил диссертацию по теме становления и развития Абхазской национальной школы в Советской Абхазии. Кураскуа – автор 30 научно-педагогических работ, в которых он исследует историю Абхазской национальной школы в 1921-1958 годах. По его убеждению, история национальной абхазской школы начинается только после установления советской власти. При этом отмечает, что наиболее удачными оказались первые 15 лет, когда стала возможной организация всего процесса обучения и воспитания в начальных классах на абхазском языке. 1 мая 1935 года родился Юрий Нормания, заслуженный артист Абхазской АССР, певец. Выпускник Тбилисской консерватории, работал педагогом вокала Сухумского музыкального училища, солистом Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Принимал участие в постановке оперы «Аламос» Шведова. 1 мая 1937 года родился и Родион Бегвава, народный артист Абхазии. Долгие годы руководил детским танцевальным ансамблем Дворца культуры имени Гулия в Ткварчале. Неоднократно становился лауреатом республиканских и международных фестивалей, награждался золотой медалью, дипломами. В 2004 году и Родион Бегвава был удостоен звания лауреата первой степени на 4-м международном фестивале «Друзья» Болгарии. 1 мая 1942 года родился Лев Авицба, герой Абхазии. С первых дней войны в рядах абхазского ополчения участвовал в обороне Сухума на Гумистинском оборонительном рубеже, а также в разведывательно-диверсионных операциях в тылу врага. Принимал активное участие в Первой Шромской, Мартовской, Сентябрьской операциях абхазской армии. В ходе боевых действий был неоднократно ранен. 1 мая 1953 года родился Мухаммед Бли, герой Абхазии, полковник. В начале грузино-абхазской войны приехал в Абхазию добровольцем. Мухаммед Бли был командиром кабардинской группы, комиссаром 6-й роты 2-го Сухумского батальона, воевал на Восточном, Гумистинском фронтах. Принимал участие в Гагарской, Первой Шромской, Июльской операциях, а на Восточном фронте в Маркульской оборонительной операции, Ахурейской, Атарской наступательных операциях. Мухаммед Бли – депутат парламента Республики Абхазия 2-го созыва. Окончил историко-юридический факультет АГУ по специальности юриспруденция. Работал заместителем министра труда и социального обеспечения, начальником отдела кадров Министерства обороны Республики Абхазия. 1 мая 1970 года родилась Майя Кайтамба, кандидат географических наук, доцент Абхазского государственного университета. Автор более 10 опубликованных научных трудов. Продолжает научную работу по полинологическим исследованиям Абхазии и юга России.
За последние 10 лет в день 1 мая самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 21 градус. Самая же низкая в 2009 – 11 градусов.